21 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, подтверждающий основные направления государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране. Главными целями этого документа являются повышение удовлетворительности потребителей, экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, а также стабильный рост и развитие многоукладной экономики государства. О том, какие законопроекты необходимо разработать для реализации национального плана развития в этом году, говорили на пресс-конференции, прошедшей в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Такого статуса развития конкуренции в Российской Федерации никогда не давался такой статус. И в рамках этого статуса нам в ближайшие год-два предстоит утверждение очень многих новых документов, нормативно-правовых актов. Уже готово около 20 постановлений правительства. Необходимо вносить также изменения в существующее федеральное законодательство и при необходимости выработать новые. Новое законодательство, допустим, тоже уже федеральный закон, у нас проект федерального закона подготовлен о тарифном регулировании. До сих пор все законодательство о тарифном регулировании, оно находится в таком виде, где-то кусок там, и все эти постановления собираются, и иногда они противоречат друг другу, откровенно противоречат друг другу. Поэтому ФАС уже предложил, что необходимо, что должен быть один федеральный закон, в соответствии с которым должно быть тарифное регулирование в Российской Федерации. Что еще подразумевается? Негативное влияние ГУПов и МУПов на рыночном, на товарном рынке, где конкуренция очень высокая. Необходимо, в соответствии в целях реализации этого указа, должно быть минимум 3 хозсубъекта частных и 1 госсубъект, если он будет присутствовать, 1 государственный. Но все эти условия должны быть все-таки паритетных началах и должен быть рынок. Никаких дополнительных каких-то льгот для государственных муниципальных унитарных предприятий не должно быть.